Пионерский галстук себе и своему питомцу Александр Тихомиров делал самостоятельно. Все для того, чтобы соответствовать центральной тематике встречи – мир, труд, кот. Донских сфинксов привезли из Печоры. Для северного города это та еще диковинка. Да и на выставке посетители мимо не проходят. У кого-то это вызывает шок, потому что животное без этого, а кто-то просто умиление. Ну, их надо потрогать, пощупать, потом это любовь, я думаю, что навеки. Ласковый и нежный зверь – это точно про мейн-кунов. И пусть весит такой усач в 3 раза больше обычной домашней кошки, для дома или квартиры подходит идеально. Компаньон всегда в центре внимания и в то же время ненавязчивый и интеллигентный. И кто бы мог подумать, что за царской внешностью скрывается аборигенная порода. Еще несколько столетий назад они ловили мышей и крыс, а сегодня – любимчики публики. В копилке рыжего красавца по имени Крафт много побед, но главный титул – европейский чемпион. Мощные, здоровые, сильные, приспособлены к суровому климату. У них даже вот на лапах есть вот такие вот, я не знаю, видно или нет. Кисточки, да, которые защищают от мороза. Очень длинный хвост, которым говорили, что коты, если оставались ночевать на улице, просто укрывались и не согревались. Ну и кисточки на ушах. Тоже говорят, что ушки не отморозились. Всего 103 хвоста разнообразнейших пород. Бурманская, египетская мау, несколько экзотов. И если раньше их привозили из других регионов, то теперь у республики появились и свои представители редких видов. Британская длинношерстная уже давно в топе самых популярных кис. Эта девочка – яркий представитель породы. Окрас – голубой мраморный биколор. Мы называем ее бабушка. Конечно, ее зовут Рокси, там чего-то там, бла-бла-бла, бла-бла-бла, там породословно. Но когда мы ездим на выездные выставки в гостинице, все животные начинают обнюхивать, знаете, новое помещение, там новая территория. Она садится в уголочке, вот так вот, как бабушки у подъезда, и сидит, и кругом ходят только наркоманы и женщины низкой социальной ответственности, с пониженной. Впервые вычегодские зори оценивались в новом формате. 3 эксперта, 3 оценки вместо прежних 2. Новая система, по словам организаторов, позволила сэкономить и время, и силы, а некоторые животные смогли закрыть чемпионский титул сразу за 1 день, что раньше возможным не представлялось. Светлана Некрасова, Александр Головина, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.